Якутск не приспособлен для слабовидящих и незрячих. О накопившихся проблемах сегодня, в Международный день белой трости, нашему телеканалу рассказал председатель городского общества слепых Роман Данилов. Наш корреспондент Марьяна Кутукова вышла с ним на прогулку и на месте разобралась в ситуации. Загорелся зеленый сигнал светофора. Как вам этот светофор? В отличие от проспекта Ленина, здесь очень удобно переходить улицу. Громко говорит, удобно, с двух сторон очень хорошо слышно. Говорящий светофор на улице Кирова. Вот и вся доступная среда для слабовидящих, говорит Роман Данилов. Якутск для людей с проблемами зрения как непроходимые дебри. В поликлинике, да, мы постоянно тоже ходим. Никакого тут ориентира для нас, специально для нас, такого нету вообще. Для колясочников, пожалуйста, вот у них есть пандусы, а для нашего контингента нету, к сожалению. А какими должны быть именно ориентиры для слабовидящих, слепых? Вот, например, для слабовидящих тут на первом кольце должны быть желтый знак, желтая линия и шероховатая должна быть. Такого у нас нету. Вот. И здесь вот, например, тоже вот здесь тоже желтый знак должен быть для слабовидящих. Вот. И здесь никакого сигнала нету, что здесь поликлиника находится, где дверь находится, не видно, не слышно. Мы не можем найти, например. Сложнее и с общественным транспортом. Номера автобусных маршрутов не видно. Усугубляет ситуацию тренировка. Для слепых обязательно голосовое сопровождение. К слову, такая система в мире уже есть. Называется «Говорящий город». Если бы эта система у нас в городе и республике заработала бы, вообще здорово было бы. А вы, например, обращались Ну вот, к кому-нибудь за помощью? да, Ваше общество всероссийское, да? пытались, но никак этот вопрос. Очень дорогостоящая система эта. Вот поэтому никак пока не получается. А вы были вот в других городах, пользовались, да, Нет, я не пользовался. Я на Ютубе это постоянно смотрю, слежу за этим. Чтобы облегчить трудности на пути, Роман Данилов пользуется всеми удобными приложениями в телефоне. Но это неправильно, уверен он. В современном обществе человек не должен оставаться один со своей бедой. О какой доступной среде можно говорить, если у здания общества слепых нет даже обычного тротуара? Марьяна Кутукова, Евгений Новгородов, Якутск.